Соломония Пылаева. Сказка Шанишка. Жили-были бабушка и дедушка. Лежит дедушка на печи и говорит: «Ах, старая, испекла бы ты мне шанишку, да чтоб вкуснятина была с обоих сторон. С одной стороны картошечка толченая, с другой творожок сладенький». «Хорошо, старый, испеку я тебе шанишку». Бабушка замесила тесто, сделала кругленькую лепешечку, поставила на ребрышко, налепила с одной стороны картошечку толченую, с другой стороны творожок сладенький. Испекла в печке, смазала маслом. Ох, и шанишка получилась! С одной стороны золотистая, с другой румяная, пахучая, язык проглотишь. Пусть, старый, наша шанишка на окошко остынет, потом будем есть. Положила бабушка шанишку на подоконник. А под окном мышкарой гуляла, шанишку играть позвала. «Подружка Шанишка, прыгай ко мне, будем вместе играть, кататься, кувыркаться. Я тебя не укушу, а от всех защищу». Прыгнула Шанишка к мышке Руй, стали вместе кататься, кувыркаться, а тут зайчик мимо пробегал, увидел Шанишку и говорит: «Ах, какая Шанишка вкусная! Я тебя съем!» «Не ешь Шанишку, она моя подружка, иди куда шел, а то худо будет», — пригрозила мышка Руй. Ускакал зайчик, только слюну проглотил. «Откуда ни возьмись, котенок! Ах, какая Шанишка, я тебя съем!» «Ишь, какой Шанишку захотел!» — пригрозила мышка лапкой. «Брысь отсюда!» Котенок убежал, а мышка Руй гуляет, Шанишку не обижает. Спрыгнула с дерева белочка. «Мышка Руй, это твоя Шанишка?» «Ага, моя», — говорит мышка. «Давай ее вместе съедим». «Как же я ей есть буду? Она же моя подружка». «А что с ней будет?» — говорит белочка. «Ты ее с одной стороны лизни, а я с другой, середина-то и останется». Так и сделали. Слизала мышка Руй картошечку, белочка творожочек, и остался один хлебушек. Заплакала Шанишка. «Что же вы со мной сделали? На что я стала похожа?» Покатилась Шанишка к бабушке и дедушке жаловаться. «Ай-яй-яй!» — плачет дедушка. «Ох-ох-ох!» — стонет бабушка. «Не буду я больше печь такую Шанишку». И с тех пор стала печь Шанишку только с одной начинкой.